Добрый вечер. В прямом эфире программа «Новости» в студии Сайхан Цинсаев. И сегодня в выпуске. Бюджет сокращен, однако экономические прогнозы оптимистичны. Ситуация сложная, но да, мало республика под контролем вируса. Как будут действовать региональные власти в условиях секвестирования? Не санкции, а качество местной продукции потеснит импортные изделия с прилавков магазинов. Мы производим только халяльную продукцию. Продукция Аргунского мясокомбината признана одной из лучших в стране. Серые, зубастые, незваные гости. В Высокогорье участились налеты стаи волков на жилые дворы. Республиканский бюджет на 2015 год сокращен на 10%. Об этом стало известно на совещании в Доме правительства. Несмотря на секвестирование бюджета, кризисной ситуации удастся избежать, заверяют власти. Детали встречи в материале нашего корреспондента. Встреча Рамзана Кадырова с премьер-министром, первым вице-премьером, руководителем администрации главы правительства и мэром столицы была посвящена сразу нескольким вопросам. Первый из них касался секвестирования регионального бюджета, выполненного Минфином страны в условиях кризиса. Dosta halvemma sana här studiet var чрезвычайно mer предпринимателей художественные дона в бюджете это 2015 год еще нет определенности, насколько он будет секретировать местные бюджеты. В этом плане правительство последнее совещание и по замещению, по созданию антикризисных мер. Ситуация сложная, но да, мало республика под контролем вируса. Действительно, выдали бюджет с положительным заключением ЮГ заново пересматривать и 1 марта качество ЮГ срок на 10% сокращать еще по всей федерации. Мы сейчас пересматриваем бюджет. Федеральные деньги тоже включены на 10%. То есть те соглашения, которые мы подписали, мы уже переподписываем. Ищу ситуацию. Но и по антикризисным мерам есть моменты, где нужно нам включать административный ресурс, например, как вывоз мяса. На сегодняшний день в республике вводится мясо говядина. Вводится в Казахстан, оттуда там продается, меняют на доллары, это золото. То есть сейчас мы разрабатываем административные меры, чтобы запретить вывоз. То есть население сейчас само провоцирует, чтобы цены росли. Мы сдерживать пытаемся. Кадыров отмечает, паника в обществе и, как следствие, необдуманные действия в сложившихся условиях только усугубляет ситуацию с повышением доллара. Доллар специально на самом деле самый крайний 50-55 долларов. Это сами люди, сами банки, сами агитируют и бандуш 67 то же самое война худо доллар нахен das ja melde machine kaza sa daig хижа зенге daig daig на и автоматически да учу уж мал халбер das то же самое продукт питания das Россия закончила это определенный доллар бишь das да из حاجه из облав бизнес das это تغنوش تعملوا لهم حائط كازاخستان что набрать Азербайджан набрать حائط ويتعاد يعني شو هو ده لما تروي دون импорт замещение дош не надо свой мясо дон другие продукты дон питание выделят дон и вы лучше уходить с ним дон не жестко да я бог есть там сейчас как технология шара я да паники были на дон сейчас дон в английский что совсем бутал дон цац юшо холодильник ши и тунши да стиральная машина ши عشان يشيلوا شلون مش أنا هذا أنا دولار في تشتغل وأنا لا حياته إنسان يشيل كده سام شو يوصل دون بدي شيء ليش نو لا عايز بس دون يتوجه سام تعمل بروكات وشيء أنت ولا بلوك كان تعمل ده ولا لا عند دون حبي حاولوا شو دون تعمل ناخذ سينك شتوي شيء كده دون أنت دون دين دو شتوي بدو شو بدون لا عند دون شيء تواش يشتغل شو تواش بيأخذ سر إذا دون توجه سام سитуация إذا ده مو دون سитуация Если долго что это, нахи, наши спекулянты, вы цены, а то он сейчас сам сактагваха, а то он не,
Массе Балгалбахка тысяч, да, Баба Бизнес, да, не подходит. Абубакар Адильгериев подчеркнул, бюджет региона будет пересматриваться в первую очередь с учетом нужд населения. Экономия средств будет проводиться таким образом, чтобы не создавать людям дополнительных финансовых проблем. Галта дали, тысяча далит, и рабочие места охранения дополнительно вводить в эксплуатацию производства в сфере малого и среднего бизнеса. Если обобщить, что непосредственно закрепленные, если обобщить, и саут, если обобщить, и может быть, население на Ахмара, Даха Айта, да Аралу, что население написано хряц, и внутренний эль шклаца дух, что диалог, что Бог бичан, да, матвийских чаплов. Отдельно рассмотрели вопрос оказания поддержки малому и среднему бизнесу. Ранее Кадыров поручал первому вице-премьеру выяснить, куда направляются деньги, выделенные на эти цели, и создаются ли предпринимателями рабочие места. Серьезный вопрос. Малый и средний бизнес мы ежегодно выделяем большое финансирование. Ну, по закону мы из тех людей не требуем, сколько рабочих мест за реально деньги использованы в пользу населения. Hogy a bosszvinak, hogy az ezvinak vele eredom. Biz mu trebut dokšuk, nas gubalo dokšuk, men da если 200, 300, 400, 500 миллионов людей местные федеральные бюджеты, а в конечном итоге на следующий год это ючил хозяйство, и рабочий метод, В 2014 году рабочие места шли из Эстончего контроль, по 300 тысяч рублей грант еще по комитету выделить, а пора он тоже из программы стоит. В 2014 году на 2200 человек рабочих мест да, маточи, грант штафировал их на, а в этом захвате, но задаешь мою, каждый район отдельно из комитета выделить начина, главный район ответственный будет, да, не только что лишь и поехать не за, но платить кэшеры, я свой контроль. Каждый видеозапись, раньше получать все фермерские хозяйства, наши инкубаторские, и рабочие места, и контролировать его, что ходим. Most konkrétan én minden ezt nadana serava egy ágácsodban, kocsdan, miért prendimát injekciones ezt vagy dan, csak támadod ezt vagy tudod, száma ellen dan, szék dan, revizijas, комиссияш, проверкш, арайоли dan, نه بابا سبيشنا صعب شوية حاجة عويد وجد عويد حاجة عويد أنا مصر إيش حاجة بالدرس دون سناخي دون أبى بي ونيعني وجه بوش دون نحن حيز مبيع ديس كده على أصلا أنا أقول بيزنس вообще трудности что عادي есть ده что развивать ده что там шавик гидо он это мелочь бандо что там проблем создаваться с мелочью да она главное план образования багаж как шавик кому-то для шавик гидо наоборот если они где-то выявили да наоборот на месте вопрос знаете решительно цен дальше чтобы они могли работать конечно в системе išla after кризис лабы было еще и еду у нас служб араю проверки ахнах было когда заинтересованность это только заработать деньги для себя мы в этом регионе беспредельно не позволим а каждый ходишь сейчас худел шу и так далее если есть нарушение как быстро надо пойти глава это угоду бизнесу, да, сказать, бизнес развиваться, и защищенная царь, сегодняшняя ситуация, требует взаимодействия, взаимопонимания, это вся Европа, что касается экономического взаимодействия, мы должны над этим работать. Бизнес должен приветствовать нас, а мы бизнес Говорили здесь и о строительстве социальных объектов. Рамзан Кадыров поинтересовался у Исы Тумхаджиева темпами возведения образовательных учреждений. Насчет дошкольного образования. Дошкольное образование в конце года четко аудитировать в начале января. Все же на 140 мест, да, садик Чакалович. 14-15 школ Шерхой.
всего 14, 15, 27 школ, на сегодняшний день котлован был штабулин 21. А вы ищите 27 билгали, пока окончательно школу. Я школу билгали, а первый ищ билгал майон здесь. Я школу, да, был штабулин. 21 баля, а юля. 21 школ. Куда на каком стадии было? Бар школа, начало учебного года, да, я летаю в сентябрю, а вы до конца года как по графику еду. А и бар дал, раньше времени не играю. Дошкольное учреждение, кичешно, наели знаю, и так в республике не хватит дома. Детских садов да салон, жалость, я школу не даст, хотя мы дома приложили огромные усилия, да, именно дошкольного духу, а что удивительно, да, духу блок ахника, да, когда мы начинали, да, все системы региона, да, Йоршуш, детский сад, что он же регионе, что это, да, сядом, я ладно, кичу, я лася даю, кичу, я лася даю. Но тысячи чем-то мест в данный момент даю. Доход удоскали, большинство дома просто министерство, ведомство, главное муниципальное образование, вы закон дают федеральный 131 инцидент Европе, туда он ардует, отдохнет, и это вот есть был школа света. Исходя из этого, новые проблемы школы света мы только что обсуждали, шаги дома, большинство ответственности именно по всем направлениям должны взять на себя главное муниципальное образование, значит местные власти. 1 января 2015 года в силу вступил новый федеральный закон номер 136, который практически полностью скорректировал 131 закон о местном самоуправлении. Основная его концепция сводится к тому, что именно на региональном уровне будет решаться вопрос о применении той или иной модели устройства местной власти, порядка и способа формирования органов местного самоуправления. По этому вопросу Рамзан Кадыров дал отдельное поручение. Распределение полномочий и 136 и 131 включено закон Сидона, что не определенно что обязательно, что главное муниципальное образование начинает система бюрократическая система проблем школы министр проверки Глава республики отметил, что местное самоуправление работает не на должном уровне. Особенно это касается повышения инвестиционной привлекательности региона. На каждом совещании банковский был бы ответственность больше. Dus ook gaat de minister, gaat dus regering, gaat dus глава, gaat dus tijd is wel gezegd, dat je бояться этого, ответственно, это dat критика, если он может получить от бюджета, если не еще дотации, привыкли к этому, он таким бюджетом, там будет бюджет партнершип, уже они приняли бюджет, но дополнительные средства еще, партнершип, для большого возраста, если он хочет заработать деньги, пусть привлекает инвестиции, увеличит налогооблагаемую базу, после этого заработанных, а что это очень дополнительных, непосредственно вопросы. Руководитель администрации главы прессы доложил о том, какая работа проводится с органами местного самоуправления и исполнительной власти в этом направлении. Магомед Даудов отметил, что создана комиссия, ее по поручению Рамзана Кадырова возглавит министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики. От экономического, территориального развития он будет защищать интерес и территории, и бюджета. А муслим должен, учитывая местность, у него есть видение, как развивать территорию. Доложил Даудов и о том, какая работа проведена администрацией главы и правительства республики. За 2014 год основной администрации функция контрольная. Сунавия, бенч был и хашли, по министерствам, ведомствам, по администрациям, хоши, бог, во-первых, марзады, латко шоу, цан, шейна хашейга, хутребу, юханс дельбат, судя, ахмасит, совещание, резку, был бы лякар, царь бог, бабизари, царь мух, кият, мух, адай, дизер. В этом плане, за 2014 год, уже праздник Ардольчани Итопию, ближайшие немножко уже кичили, да, мало. Я был бы мадаком, основной я хинцар шуд адулуша, это 131 и 136 очень закон,
буахабина, табуал дальше, хакудина, хакучадина, разграничение, ничего не хотят, был результат этапа. Глава республики также поинтересовался у Ислама Кадырова, с какими проблемами столкнулась мэрия столицы при разграничении полномочий между исполнительной и местной властью. Решаем проблем различия. Совещание действительно совещание, я совещание, мы совещание участвуем. Совещание как поднятый вопрос, 32 вопроса и распределение полномочий между субъектом и муниципальным образованием. Любой вопрос полномочий элят и хочет единственное просто еще лесное хозяйство, участковую службу халла, спасательная, прудышкатская и служба, дорожная, авария, спасательная служба, единственное, хаелич. Хор департамент, по 8 человек захочет 36 ходишь, 36 как зарплата долбез на прочее, холки холки, расход и ахши его диешь, хол и чтоб цедиях и полномочишь. Спасательная служба, МЧС, адайтен, лесной, вы люмолч, цига адайтен, их кой полномочий, разельче, иш адичисим полномочишь, шайгесит, лацакичевор, еще массовщик, Hän совещание проводит те, да, что они мудро, брутально, киченбе, да, что он совместно администрации, там вопрос, да, он закрыт близко, в ближайшее время, да, хорошо совещание концептуально, и только под эти шире у нас, была ответственность главного образования городов района, да, сказать, ходильская, да, что он министерство царь, больше, да, ответственность туризма, да, цель была, пусть начнут в конце концов нормально работать, учитывая, да, интерес бюджета, да, общий, да, интерес, да, республики, В конце встречи Кадыров поручил собравшимся провести тщательную разъяснительную работу с представителями всех ведомств и учреждений. О результатах предстоит доложить в ближайшее время. Аза Исаева, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. В ходе своей вечерней прогулки по Грозному Рамзан Кадыров встретил делегацию сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Гости отметили кардинальные изменения, произошедшие в Грозном, и выразили благодарность главе республики. С рабочим визитом представители Рособорнадзора в Чечне проведут несколько дней. За это время они посетят образовательные учреждения региона. Рамзан Кадыров пригласил гостей еще раз в Грозный, отметив, что им рады всегда. В Грозном не страшно вам дома? Нет. А то все говорят, в Грозном страшно, нельзя ехать. Но не страшно? Нет. Мы любим очень Грозный, неоднократно здесь были, работаем очень тесно с вашим министерством. Это хорошо. Желаем удачи. Ну давайте снимайте нас. Снимайте! Давайте! Сфоткайте нас, давайте! Все вместе! Давай! Ну все, у нас сегодня знамение. Да, мне повезло с вами. Нам тоже спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Накануне стало известно, что так называемый бригадный генерал Исам Мунаев убит по сообщению командира батальона «Донбасс» и депутата Верховной Рады, известного под псевдонимом Семена Семенченко. Это произошло во время боев в районе Углегорск. Точные обстоятельства гибели он не раскрывает. Исам Мунаев, бывший бригадный генерал бандформирования так называемой Ичкерии, участвовал в обеих чеченских кампаниях. После бегства из Чечни осел в Европе. По данным из открытых источников, до украинских событий Мунаев проживал в Дании. В марте 2014 года он образовал международный миротворческий батальон имени Джахара Дудаева. Российскими правоохранителями он был объявлен в розыск. Мы получили тоже информацию о том, что Мунаев Иса убит. Он получил заслуженное наказание. Как член НВФ находился в розыске. Нигде таких событий он не отличался и болтал. Не был ни воином, ни нормальным человеком. Если был бы нормальным человеком, не предал бы свой народ и не бросил бы на произвол судьбы своих родственников, не уехал бы за рубеж. Получая пособие Запада, перешел границу на стороне Украины и где-то выступал, что он создал какой-то батальон имени Джахара Дудаева. Абсурд.
Смерть Исы Мунаева прокомментировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, организаторами убийства являются Адам Осмаев и Амина Акуева. Они действовали по заданию СБУ и агентов ЦРУ. Кадыров отметил, решение о ликвидации Мунаева было принято, убедившись, что он пьяница и не способен воевать. Мунаев никогда не был воином и тем более настоящим мужчиной. Может ли воин-чеченец-мужчина оставить своего командира в бою? А Мунаев без оглядки бежал из Грозного, бросив своего главкома и президента Ичкерии. Также Кадыров обратился к тем, кто до сих пор воюет на Украине. Немедленно остановитесь, это не ваша война. Срочно вернитесь домой, это для вас шанс остаться в живых. И к другим темам. Развитие инвестиционной политики не коснутся ни санкций, ни кризис. Положительные прогнозы озвучили в Комитете по инвестразвитию региона. В планах властей реализация 11 инвестиционных проектов и создание 3 экономических зон. Тему продолжит Алевтина Банадыкова. Первый хлебозавод стойко выдерживает конкуренцию на чеченском рынке 3-й год подряд. Успешный инвестпроект сегодня работает не в убыток себе, а с прибылью. Выработка сегодня – это 11 наименований хлеба и 14 кондитерских изделий. И еще план выйти на российский рынок. Только не с хлебом и пирожными, а с макаронами. Гордость первого хлебозавода – 1,5 тонны изделий в сутки. Здесь производство не стоит и секунды. У нас в кондитерском производстве стоит линия Евролайн, которая в нашей республике – это единственная линия, автоматическая линия. В среднем мы выпекаем за смену, за 12 часов 8-9 тысяч слойки. В среднем. Все упаковывается. На каждой упаковке есть этикетка, дата, энергетическая ценность, дата выработки, время хранения. Республике уже есть чем гордиться. В октябре 2013 года в Тумкалинском районе была создана особая экономическая зона. На ее территории идет строительство всесезонного курорта «Ведучи». Общий объем инвестиций составит 38 миллиардов рублей. Освоение территории, объемы финансирования предполагается осуществить в 3 этапа с 2015 по 2025 годы. Всего в 2014 году на территории республики было реализовано 23 инвестиционных проекта на общую сумму 13 миллиардов рублей. Можно назвать такие проекты, как новый кирпичный завод, комплекс Аргун-Сити, например. И ряд проектов, они являются переходящими, то есть в 2015 году они находятся на стадии реализации, а завершение будет в 2016, либо в начале 2017 года, то есть проекты масштабные. 11 инвестиционных проектов будет реализовано уже в этом году. Санкции кризиса их не коснутся. В ближайшее время руководство Чечни планирует создать еще 3 экономические зоны. Это межрегиональный автомобильный кластер Аргун-Черкесск-Ставрополь, часть территории Сунжского района и портовая зона на базе воздушного узла Грозный. Есть много инвесторов, как турецких инвесторов, так корейских инвесторов, так российских инвесторов, которые приехали в республику, инвестировали, запустили свое производство. Также мы ведем переговоры с рядом иностранных компаний, которые тоже уже провели какую-то работу, мониторинг, анализ рынка и уже созрели для инвестирования в нашу республику. Только за 9 месяцев предыдущего года общий объем инвестиций в основной капитал составил более 19 миллионов рублей. По сравнению с 2013-м показатели выше на 21%. Причем в этом общем объеме средства субъектов малого предпринимательства занимают аж 47%, бюджетные средства – 31%. Как заверяют региональные власти, строительство начатых инвестпроектов в связи с кризисом заморожено не будет. Это значит, что все они будут сданы в установленные сроки. Алевтина Банадыкова, Халид Марсаев, Абубакар Абазов. Новости. Продукция Аргунского мясокомбината признана одной из лучших в стране в знак высокого качества. Предприятие получило федеральный сертификат лидера России. За время работы продукция мясокомбината полюбилась покупателю. Как результат, в копилке объединения несколько золотых медалей, а в ассортименте 36 наименований изделий. Все подробности узнала Динара Мурадова. Курица копченая, ветчина императорская, бараний антрикот и мясной рулет. И это не считая множества колбасных изделий. Такую продукцию выпускает Аргунский мясокомбинат. Всего 36 наименований продукции. За 3 года работы благодаря качеству продукта здесь смогли завоевать доверие потребителей. Наш продукт натуральный. У нас 80-90% своего забоя. Мы не используем покупное блочное мясо, потому что если есть какие-то сомнения в халяльности продукции, мы его абсолютно не берем. У нас используется мы производим только халяльную продукцию. Например, куры тоже у нас с австралийской птицефабрики. То есть мы в основном все это местное у нас идет.
Плановая мощность мясоперерабатывающего комбината составляет около 5 тонн продукции в смену, а начинали с 300 килограмм в месяц. Теперь каждый год золотые медали с международных конкурсов. В этом году ветчина императорская была признана лучшей на московской ярмарке. Несмотря на высокий рейтинг среди мясокомбинатов России, в новом году поднимать цены на свой товар здесь не стали. В этом году мы не поднимали цены. Мы вообще не сторонники этого, конечно. Пока держимся. Если какие-то цены еще полезут на сырье, тогда придется. А пока нет, пока мы будем держаться. Малика Хашбекова работает заведующей складом готовой продукции. Говорит, что при покупке аргунской колбасы необходимо обратить внимание на этикетку. Если нет наклейки с подробной информацией, это подделка, которую привозят из соседних регионов и выдают за местный продукт. Без упаковки наша продукция не уходит. Без упаковки, этикетки никакая продукция из мясокомбината не выходит. А упаковка дает хранение продукции. Разная продукция упаковывается день 600-700 килограмм. Еще одна важная деталь, на которую стоит обратить внимание. У аргунской колбасы свои сроки годности. К примеру, вареная колбаса хранится лишь 20 дней, а говяжья-копченая пригодной к употреблению считается в течение 45 дней. Благодаря такому контролю качества аргунский мясокомбинат стал победителем национального бизнес-рейтинга и получил федеральный сертификат «Лидер России 2014». Динара Мурадова, Таймир Хаджиев, Джамил Хаджалиев. Новости. В Грозном разоблачили лже-риэлтора, который предлагал своим жертвам квартиры по заниженным ценам. Правоохранительные органы разоблачили афериста, который, представляясь родственником столичного мэра, брался найти квартиру стоимостью в 50 тысяч рублей. Таким образом, житель села Чеченаул Гродненского района Имран Хацуев обманул десятки женщин. На требования людей вернуть свои деньги он им угрожал физической расправой. Эту информацию подтвердили сегодня и потерпевшие. Ислам Кадыров объяснил, что жилье для нуждающихся семей выделяется региональным общественным фондом имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова, и право торговать им никто никому не давал. Он призвал граждан быть внимательными и не поддаваться на уловки аферистов. Хацуев же понесет наказание в соответствии с законом. Ora duiba ishu za zado. Homera сюда чар. Мы решили собственностью, что он аялмается. Шаириге фонду елю. Сюда что дахает, что на бисенчана 50 тысяч людей 100, а 50 тысяч 500 тысяч дельчи, 1 500 000 дельчи мы рях квартиш. Юхшат. غير مسك مو اشتغل ودر حيز أول شو حيز أوتر شو خصم عشان شو خصم يلر بلنس بيجيش بلنس بيجيتر سك حوصة عش ليه اشتغل إذا والمحكمة أي مانيس دايريس أصلا وقتش رمزنا دايريس تسارش مدش داير دساعي ده. Сдачи квартир посуточно и без договора найме быть не должно. Ислам Кадыров встретился с представителями агентств недвижимости и собственниками жилья. Именно они чаще всего и практикуют посуточную сдачу помещений. Ислам Кадыров отметил, данные меры предпринимаются в первую очередь в целях общественной безопасности. Согласно закону, стороны обязаны не только заключать договор найма жилого помещения, но и ставить в известность участкового полномочного. Мэр столицы призвал всех ответственно отнестись к данному вопросу. Элементарно самое простое, но кому надо, аж халуя, чего? Сам чего нах? Лухочу няту харозать, да, сам хна гор лухочу. Риэлторшка бас, собственникшка бас, массерги бас, гехардеш бас, да, цада. Квартир часовой сдавать, я мегардачин. В Грозном прошло совещание представителей власти и духовенства с родителями учеников школы гимназии Заводского района. На встрече были затронуты вопросы противодействия экстремизму, терроризму и наркомании. В своем выступлении помощник главы республики Кади Грозного Магомед Хитанаев отметил, что одной из причин, по которой молодежь вступает в ряды террористов, является безответственное отношение их родителей. Он призвал присутствующих уделять как можно больше внимания воспитанию детей и максимально оградить их от сомнительных компаний. قرب نخا توخ بیز مخا و اشلر ببیزه اتونگشش اتنگر خوی اشلر بریه تر ات كده عقل داشت دارو ات اون نخا و دویزال لر بدیه قبل دویزال قلت عنیش اسمها كده دوسیلیت بشون لر بدیشون مش تعناها عیبوا تعلق تحت عندك واتعطي تحت تعمق شيء زوج عندك كده
طبيعي ده شيء بيرش نعم لكن شيء استعشى ريدو شوم دلالش خايش ده شو نريش أتوم يعني ريدو عم بشوف شدان وقتي شو مت هو ده بال بومس بيدا باس أتشافي شو بشوف تقعدون لبوي شو تعتمد شانية وده الملاش قالوا عشان فيه شو أشعر شو بيعتدين ولي ما أيهم كونا أتدرش. Продолжаем выпуск. В горных районах участились случаи нападения серых хищников. В селе Ушкалой волки совершили налет на стадо овец. Они загрызли 40 голов мелкого рогатого скота. Это большой финансовый ущерб для частных фермеров. Сегодня охотоведы вышли на отстрел волков. Репортаж Ахмеда Джабраилова. До этого нашествия волков Майрбек Салуев имел солидное домашнее хозяйство. Несколько голов крупнорогатого скота и 40 овец. Все это исчезло в одночасье. То утро Майрбек запомнит навсегда. چلو حلق چلو دت تلدان خچو تيجا داينير استخش ايش toch چلو حلده اسباسن تكون حاجه تقولش اتيق دالج ان الله برزله. В последнее время визиты волков в населенные пункты участились, делится Майрбек. Он не единственный в селении Ушкалой, кто пострадал от нашествия дикого зверя. Шакалу барзу царзи дешло действительно дешло нахрази. دانه باش ما بيقص باش بالناش بريشي رايون شايولش بولش بالنيه لازم خاف خوش اخنو ديشتو زي ظلم تقدرش والخاف وش ابرتي تدينا اغت انسبكسيز قد صار وقت دو صار ابي شادينا وقت دو ان شاء الله حوسه دوشاش رمضان شيخين رمضان وكزاني يلشو تاع تكون صنعنا وصل خدو. В прошлом году от нападения волчьих стай фермеры Высокогорья понесли большие убытки. О существующей проблеме узнал и глава республики в ходе поездки в Ведучи. Рамзан Кадыров отметил, что проблему нужно решать. В эти дни на отстрел волков вышли более 100 охотоведов. В связи с уменьшением численности кабана или других животных, они, значит, ищут легкую добычу. Это домашний скот, птицу. Мы проводим в каждом районе, у нас 16 административных районов, в каждом районе есть свои службы районные. Проводим облавные охоты на хищников с привлечением общественности, это имеется в виду охотников. Кроме того, сейчас открыт сезон охоты с августа месяца, ну и выдано более 200 разрешений на добычу. Естественно, каждый охотник стреляет. Там, количество не ограничено у них. В неограниченном количестве может стрелять. По словам охотников и лесничих, в лесной местности и на склонах гор вводится более 1000 особей волков. Диких животных к людям привел голод. Ахмед Джабраилов, Хаважи Мунаев, Выдаут Куруев. Новости. Абдулкерим Медилов продолжает готовиться к предстоящему чемпионату по смешанным единоборствам ММА. В комплексной тренировке вместе со спортсменами принял участие Рамзан Кадыров. А за их успехами наблюдали гости, потомок шейха Баталхаджи Белхароева, Ибрагим, сын султана Хаджи, и профессор Санкт-Петербургского университета России, полковник полиции Якуб Алиев. Подробности в материале Дагмары Касаевой. До того, как сами спортсмены пришли на тренировку, Рамзан Кадыров выполнил небольшую разминку перед футбольными воротами, а затем уже для самих ребят устроили небольшую пробежку. Глава региона сначала поднаблюдал за ними, а потом и сам принял участие в этих забегах. Сегодня в спортивном зале было многолюдно. Обращаясь к собравшейся здесь молодежи, глава региона отметил, что именно в их возрасте нужно активно заниматься спортом, чтобы добиться успехов. 19. Det er du skal nu. Du har lukket den er meget det. Den er meget det syge dag. Sjældent der er ude dag. Nok jo og nær den går men nær den går halv mal. Helt ude dag. I sport der går til på dag. Så må det. Sport er ikke det er så. Då er det halv inte med Germania måste i dag Rusland. Pokal Oslovs. Коллеги, она мне принесла. Что спали под пёт бока, любой вариант. Спортсмен дан. Лечуш. في بوي كيس نبي هنا أصلاً شو تخبط محمد مات يتكلم عيوه برمجوت بريمين عمو يصير ما تسيتو يبوي صدقان
dat na всю оставшуюся жизнь там. Ценах нет, условия шельч, кигихельч. Ночью он никс якидиш шельч. Хун цяхич. Да, мосудон. Я их условия у хад заниматься надо. Дальнейшие упражнения Эдилов и другие спортсмены выполняли уже в восьмиугольнике. В этой тренировке принимали участие Хусейн Халиев, Асламбек Мусаев, Руслан Магомедов и Шамиль Завуров. Последний давал будущему участнику главного боя в Колизее советы по технике. И носовой. Переднюю опору. То же самое в другую сторону. Наружный, внутренний. Все вот эти проходы отработать. Сегодняшняя тренировка была комплексная не только по количеству участников, но и по видам упражнений. А затем глава вновь вернулся к воротам. За тренировками наблюдали гости, потомок Баталхаджи Белхароева Ибрагим и профессор Санкт-Петербургского университета МВД Российской Федерации, полковник полиции Якуб Алиев. Завершением сегодняшнего пребывания в спортзале стала общая фотография на память. Дагмара Касаева, Аза Исаева при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Грозненский Терек приступил ко вторым учебно-тренировочным сборам в Анталии. В ближайшие 10 дней команда сыграет 5 контрольных матчей. Первый из них состоится уже сегодня. Соперник «Зеленых» – австрийский клуб «Адмира Вакер», так же, как и Терек, расположившийся в тренировочном лагере в отеле «Риксос». 5 февраля грозненцам предстоит встреча с румынским «Тыргу Муриш», а 7 числа чеченская команда проведет сразу 2 игры. На сей раз против Петролула и грузинского Самтрейдия. Ну а в последний день спарринг-партнером Терека выступит клуб «Хальмстад» из Швеции. Пока это все новости. Мы будем держать вас в курсе событий. Оставайтесь с нами.